Уважаемые делегаты, уважаемые гости, предоставляем слово для приветствия нашему давнему верному другу азиатского народа Арву Валтону. Прежде всего, я хочу познакомиться с вами. То есть это односторонне, вы познакомитесь со мной. Я писатель и был 14 лет президентом Ассоциации финно-угорских литератур. И сейчас тоже в правлении переводил около 50 книг финно-угорских авторов, в том числе тексты почти 20 авторов рязанских тоже. Так, такая, значит, мой бэкграунд, если по-эстонски говорить. И больше я занимался литературой, преподавал тоже финно-угорской литературы в Таллинском университете. Так, а теперь мое не приветствие, а выступление. Да. Во-первых, все империи колониальные распались или распадутся. И это только вопрос времени, когда и каким образом, и какими потерями, какими катастрофами даже, может быть, распадется и эта империя. Но распадется ли так скоро, как мы бы желали, то неизвестно еще. И я бы очень хотел, чтобы состоялась вот эта схема образования Эрзянского, Мокшанского государства, татарского государства и других финно-угорских регионов. Но желаемое и действительное могут разойтись. И я думал много о том, что всем финно-угорским народам надо бы делать. И для этого, чтобы они стали когда-то самостоятельными. А для любого народа, для спасения его языка и культуры, самая высшая форма – это самостоятельное государство. Все другие варианты чуть ниже этого. Что для этого, во-первых, нужно? Нужно очень хотеть, очень надо хотеть стать самостоятельным. Это самое первое условие. А второе – это использовать всякие изменения в политике, в состоянии мировых стран для того, чтобы в этом направлении двигаться. Любая культура, любой народ как бы восстановился, начиная с отдельных личностей. Потом прибавилась интеллигенция. Уже на третьем этапе можно сказать, что весь народ пошел. Это длительный был процесс, это так образовался и эстонский народ, и многие, в общем, все народы мира. Так что в этом смысле, может быть, я не знаю, может быть, я ошибаюсь, все-таки вот этот процесс находится на первой и отчасти на второй стадии становления. То есть такие отдельные люди, на вроде Сюреса и еще, может быть, многих других, которые очень хотят, чтобы это
это распадение и это восстановление собственного государства осуществилось бы. Если этот процесс длительный, если это будет тянуться, то необходимо не только эрзянам, но и всем финно-угорским народам иметь какую-то программу действия, ход, способы действия, чтобы по этому направлению все-таки можно. Для того, чтобы хотеть стать самостоятельным, это, во-первых, надо сохранять свой язык, надо сохранять свою культуру, надо знать свою историю, надо знать свои мечты и пожелания народа. Они выражаются очень хорошо в художественной литературе, особенно в поэзии всех этих народов. Более или менее в открытом виде. И чтобы сохранить язык, это надо очень тщательно и точно заниматься, особенно женщинам, которые уже должны разговаривать на своем родном языке уже тогда, когда ребенок в утробе еще. Ребенок там очень много понимает. Если ожидающая ребенка беременная женщина будет разговаривать со своим детем, он уже будет знать, что ага. Потом надо колыбельные песни обязательно петь на своем языке. Рассказывать свой фольклор, читать детские книги. Детская литература очень важна для всех народов этих. А потом до конца своей жизни говорить со своим ребенком на своем родном языке, в данном случае на рязанском языке. Даже когда будут в смешанном браке и домашний язык русский, английский, французский, чешский или какой еще другой. Со своим ребенком надо говорить на своем родном языке. И так до конца жизни. Это подаст надежду, что вот это желание, очень большое желание сохранилось бы, чтобы народ стал самостоятельным, независимым. То, о чем мы сегодня здесь говорим. Мне очень было близко выступление Габора, Арпада, извини. Я так и думал, что ты венгр, но, видимо, нет. И вот эти проблемы языка, но это все тоже мечта, ведь нет таких школ, совсем нет образования на своем языке. Практически это называется национальная школа, когда в неделю 2 урока на родном языке. И то дают родителю выбирать или английский язык, или родной язык. Многие выбирают английский. Но если мы здесь говорим, что надо сохранить этот язык, но есть у ваших же рязан 100 тысяч, а может и сотни тысяч таких семей, где думают, что ребенку все-таки судьба лучше складывается, если он будет с самого начала говорить на русском языке. И такое явление повсюду в этих странах. И это очень плохое явление, это губительно. Так что с этим надо учиться и учти, что очень много зависит от женщин. Я следил за литературой. Новое вот это явление освобождения, которое было очень коротким, если в 20-х годах все-таки можно было говорить о восстановлении интеллигенции и так далее, то в 90-х годах был очень скоро, короткий этот срок. Сразу начали
завинтывать краны всякие. Но есть интернет, это большое дело. Есть общение с миром, и это тоже надо учесть и развивать. Так что совсем краны сокрутить в этой злой империи все-таки не удалось и не удастся. Это даст какое-то оптимистическое чувство, надежду, что эти языки и культуры можно защитить. Обязательно надо создавать все-таки воскресные школы, домашние школы. Пока нет разрешения. Тут могут и эстонцы, финны, венгры помочь в какой-то мере. Ну, это тоже считается создание агентства пока эти идиоты там в Кремле сидят. Но, может быть, там что-то меняется, Бог знает. С этим надо учесть. Так что обязательно говорить надо про историю, чтобы каждый эрзянин знал, кто такой Бургас, кто такой был Акай и так далее, кто скульптор Эльзя. И Никона, может быть, не надо, хоть он такой чистый эрзянин, но делал ли он больше вреда или пользы для своего народа, тут это спорно еще. Так что историю своего народа обязательно надо передавать своим наследникам. Ну, хватит. Ну, спасибо.